1 апреля стартует призывная комиссия, как и в этом году. Все это призывная комиссия начинается на основании указа президента Российской Федерации, приказа Министерства обороны. У нас сформирована комиссия, призывная комиссия. Я, руководитель исполкома, являюсь председателем призывной комиссии, Ради Афанасьевич является заместителем. Также в комиссии у нас участвуют это представители, специалисты управления образования, правоохранительных органов, общественности, медицинские работники. До заседания призывной комиссии юноши, они проходят медицинское освидетельствование, где определяется состояние здоровья юношей, там по категориям годности. Значит, если юноша имеет, значит, категорию годности, здоров, то он уже начинает готовиться к отправке в ряды российской армии. Если, значит, есть какие-то необходимость этого дополнительного обследования, юноши направляются, значит, в различные лечебные учреждения, значит, где они проходят полное обследование, и только после этого, после тщательного изучения состояния здоровья, уже принимается решение. Ну вот, прошлый год, к сожалению, осенний призыв мы столкнулись с определенными трудностями. Что-то увеличилось количество уклонистов, то есть, которые разными путями, даже незаконными путями пытаются уклониться от службы в рядах российской армии. Ну вот, по отношению таких злостных уклонистов направились материалы в Следственный комитет, были возбуждены уголовные дела и переданы в суд. То есть они уже, некоторые получили наказание, вплоть до там уже судимость, а вы прекрасно знаете, это на всю жизнь, бельмо на всю жизнь. Если иметь, значит, судимость, значит, на всю жизнь будет проблема у этой юноши. Поэтому я бы призывал своих юношей и родителей все-таки очень внимательно отнестись к этому вопросу, этому гражданскому долгу. Но условия практически особо не поменялись. Службы, это также срочная служба, это на 1 год. Есть еще вариант службы, альтернативной службы, это по контракту. Условия можно получить в военном комиссариате. Тоже, если кто-то заинтересуется, мы можем лично к военному комиссару могут зайти. Но в комиссии мы также смотрим семейное положение. Есть, например, ребята, они кормильцы, единственно кормильцы в семье. Ну, такие определенные условия есть, где также комиссия принимает решение. В каких-то случаях дают отсрочку и тому подобное. Приказа президента Российской Федерации, согласно приказу министра обороны, начинается весенняя производственная кампания 2022 года. Также она начинается в нашем Закаирском муниципальном районе. Значит, все те требования, которые положено проводить, мы также все это проводим. Это изучение призывника, это семейное положение, это какие учебные он заканчивает организации, какое состояние здоровья, то есть проверяем медкомиссия. И только после этого уже начинаем распределять всех наших желающих, не только желающих, а тех, которые потеряли, не имеют отсрочки, на призыв в вооруженные силы Российской Федерации. Ну вот уже на сегодняшний день есть ребята, которые желают, те, которые изъявляют желание, те, которые после окончания среднетехнического образования, после окончания высшего образования, после сдачи дипломных работ будут уже отправляться в вооруженные силы. В основном сейчас есть только мероприятия, которые положено провести, а отправки начнутся после того, когда они уже защитят закончат учебу, защитят дипломные работы, и уже будут потом отправляться в вооруженные силы России. В основном это будет начнется где-то числа 25 мая и до 15 июля. Срок службы также остался 1 год, никаких таких изменений нет. Все ребята, которые изъявили желание, будут проходить службу по призыву, согласно приказа министра обороны, согласно приказа то же самое президента Российской Федерации, они попадаться на горячие точки не будут. Они сразу бывают служить в так называемом учебном подразделении, где их будут обучать по воинским специальностям. Также, конечно, мы смотрим на состояние здоровья, смотрим, если юноша имеет специальность водителя, или он закончил медицинское образование. То есть они в основном стараются их отправить служить по своей специальности, которую имеют. Такая общая задача, которая у нас стоит.
Мен Ақтөбеде туып, өстім. Ақтөбенің 2-ші орта мектебін бітірдім. 9-ші класстан соң Әлмәтнең политехнический техникумына оқуға кірдім. Специальность электрик. Оқудан соң, оқуны тәмамлагач, мен армия хезмәт итәргә барырга телим. Я Кудряшов Максим Александрович, 2003 года рождения, призываюсь к службе армии, заканчиваю сейчас училище БСТК, город Бугульма. Служить готов, родители не против, ухожу вместе. Надеюсь, служба пойдет хорошо. Меня зовут Архипов Виталий Вячеславович. Отучился 9 классов. Сейчас на 2-м курсе взял академку. Хочу пойти в армию. Родители не против. Согласились со мной. Я Гельманов Рустам Радикович, мне сейчас 20 лет. По 2015 я закончил обучение школы номер 2, после чего продолжил обучение 3 класса в лицее-интернате имени Мустафы Анжели, город Бугульма. После чего поступил в Лениногорский нефтяной техникум. После защиты диплома собираюсь пойти служить в армию.